У нас был перехват чеченской частоты, и по перехвату мы слышали, что они сказали. Когда мы бросили гранату, она прогорела, вышли, то наблюдатель чеченцев доложил, что они вышли с белым флагом. Хорошо, мы идем. Чеченцы, которые шли к нам на переговоры, стали выходить, и в этот момент по ним открыли огонь. Наблюдатель запросил, что мне делать, стрелять по ним? Командир боевиков ему сказал: нет, не стреляй, они не виноваты, это стреляют со здания МВД. Готовы? Вторая попытка оказалась успешнее. В расположении боевиков Сергей Шаврин встретился с полевым командиром и получил разрешение забрать трупы 15 своих товарищей. Я ему сказал: у меня с собой оружие. Вот. Ну, командир боевиков ответил: я тебе доверяю, иди с оружием. Я вышел уже в их расположение, и вместе с командиром мы ходили. Прибыл офицер из 205-й бригады, и было выдвинуто условие, то, что они переписывают номера оружия, чеченцы его забирают, а тела погибших товарищей они забирают с собой. 10 минут. Через 10 минут я приступаю. Я тебя поздравляю. У нас все говорят, там все они такие злые, страшные, все бородатые. Есть бородатые, есть страшные, но они тоже люди. Они тоже люди. И иногда, вот я правду расскажу, они оказываются лучше, чем мы. Когда мы носили тела погибших, была договоренность. Чеченцы забирают все стрелковое оружие, огнестрельное, мы забираем тела. Подходим к первому офицеру. Угу. Солдатик, так, автомат, номер записали, автомат забирают они, тело грузят на носилки, уносят. Следующее, опа, офицер. Ага, портупей, там офицерский ремень, на нем пистолет. Он спарывает ремень, автомат записали, пистолет записали. На этом ремне был еще нож. Картина. Тело грузят на носилки, забирают. Он говорит: стой. Снимает с этого срезанного ремня, потому что никто его не расстегивал там. Вот он срезал его, кабуру снял с пистолетом, номер записали, он снимает нож и кладет сверху. Это офицер, воин. Это его сыну. Несите.